Добрый вечер, всем добро пожаловать на наш канал. Сегодня у нас в гостях Руслан Габасов, башкирский активист, один из лидеров башкирского национального движения за рубежом, основатель Башкирского национального политического центра и организации «Башкорт», лидер, представитель форума свободных народов пост-России. Добро пожаловать, Руслан, рады, что вы с нами. Спасибо большое, рад, что позвали. Руслан, приветствую вас также. Приветствуем, да, спасибо. И я сразу перейду к первому вопросу. Время не будем тратить ни наше, ни зрителей. Многие не знают, что Башкортостан после развала СССР провозгласил суверенитет. Как вы думаете, почему Башкортостан не пошел дальше и в итоге остался в составе России? Я рассуждал об этом, у меня книга вышла буквально, не так давно, я написал книгу. Дело в том, что я свое вообще участие в национальном башкирском движении начал с организации Кукбуре. Так переводится она «Небесный волк» с башкирского языка. Это организация башкирских националистов. Я сам башкирский националист, я этого не скрываю, всегда говорил об этом открыто. Но в нашем понимании башкирский националист – это совершенно не то, о чем как бы говорят с российских вот этих пропагандистских каналов. Для нас националист – это человек, который любит свою нацию, свою родину, свой язык, свою культуру, но не считает ее выше других, не унижает другие народы, просто любит свою. Вот. Это как я вашу маму уважаю, но свою маму я люблю больше, примерно так. Вот. Начал вот с этой организации, там я был заместителем председателя, потом с этой организации мы вышли со своими друзьями, основали организацию «Башкорт». И вот с тех пор как бы я в национальном движении уже совершенно большое время. Вот. И я в своей книге Кукбуре описывал, как я делился, не только делился своим прошлым, да, как вообще происходила вот эта движуха вся в организации Кукбуре, но и своими мыслями по тем или иным вопросам, по историческим каким-то тематикам. Вот я рассуждал о том, почему у Чечни не получилось и почему вообще мы снова вернулись в империю. Я считаю, что если бы мы, Башкортостан и Татарстан, поддержали бы Ичкерию тогда на тот момент и заявили бы тоже о своей независимости, безоговорочной, без всяких условий. Я думаю, что у России на тот момент она была очень слабая, она бы не смогла бы вести войну против трех крупных мусульманских республик, общая численность которых насчитывала бы около 10 миллионов. То есть 1,5 миллиона башкир, 1,5 миллиона чеченцев и около 6 миллионов татар, если по всей России, да, вот. Но не смогла бы она, у нее не хватило бы сил. Она бы пошла бы на переговоры. И сегодня я думаю, что мы бы уже жили бы совершенно в другой стране. Либо мы были независимым государством, либо мы жили бы, наверное, в какой-то конфедерации, как минимум. Вот. Поэтому почему не пошли? Потому что купили. Купили наших руководителей, купили Муртазу Рахимова, нашего президента Республики Башкортостан, купили Ментимира Шаймиева, президента Татарстана. То есть с ними смогли договориться, дали им все, что они хотели на тот момент, но все это быстро забрали. Уже с приходом Путина у нас все отняли. Поэтому это очередной раз доказывает, что вот этой империи вообще верить нельзя. Ну и, соответственно, так Ичкерия осталась одна на один, хотя она даже выиграла Первую войну, но все равно в итоге проиграла. Ну вот так бы, наверное, коротко ответил бы на ваш вопрос. Очень, То есть банальная коррупция, банальная жадность, банальное поставить свое выше интересов целого народа. Тут я бы даже сказал трусость. Трусость, когда ты не можешь видеть далеко наперед. Ты думаешь, что Бога за бороду схватил, и что сейчас ты все имеешь для себя. То есть, надо признаться, что на тот момент, после 70-летия Советского Союза, они не видели больших таких свободных возможностей, свободы такой, которая свалилась на них. Поэтому они именно вот одурели от той свободы, которая им досталась, от тех возможностей, которые у них появились в руках. Надо же признаться, что как бы вот чем купили? То, что позволили все предприятия Республики Башкортостан
чтобы они остались в собственности Республики Башкортостан. То есть ее перевели в собственность республики, и Муртаза Рахимов владел всем башкирским ТЭКом, топливно-энергетическим комплексом, Мгм. Башнефтью, вот этим вот, всеми предприятиями, а Республика Башкортостан достаточно богатая на предприятия вообще и на природные ресурсы республика. Ну вот, Не трусость осознавали. потерять все это, да, думать, что вот сейчас как бы мы, все у нас есть, и мы сможем жить, а на самом деле, как выяснилось, под Москвой жить невозможно. Не осознавали, насколько больше возможно, да, на тот момент. При приватизации, когда вот остались все эти предприятия Башкортостану, они посчитали, что это уже и есть, в принципе, предел, да, того, что возможно. Они, наверное, я думаю, что просто не извлекли, это были не историки у власти, это были просто вчерашние коммунисты, партократы. Вот, Мгм. они не учли историю того, что Россия всегда обманывала. Всегда заключала договор. Вот я напомню, что наши башкиры, мы заключали 3 раза договор. Первый раз башкирские племена, рода заключили с Иваном Грозным договор. Ну, там часть была завоевана, часть заключила договор. Через некоторое время договор этот был нарушен в одностороннем порядке, наши земли начали захватываться. Потом наш лидер в 1917 году Заки Валиди заключил договор с Лениным, соглашение о признании нашей республики, Башкирской республики, вообще республикой, да, о ее признании. И у нас были определены определенные полномочия, там достаточно большие. Через год Ленин этот договор нарушил в одностороннем порядке, урезал все наши полномочия, арестовал многих наших деятелей и так далее. Заки Валиди был вынужден бежать. Третий раз это вот Муртаза Рахимов подписывал с Ельциным договор, вот этот вот в 92 году сперва учреждение, которое Чечня не подписала. Вот. И в 94 году там еще дополнительный договор был подписан. И с приходом Путина этот тоже договор был в одностороннем порядке нарушен. Вот, не извлекая уроков из истории, то есть они понадеялись, что в этот раз все будет по-другому, но как видим, что нет, ничего не меняется. Руслан, вы, так как и мы, сторонник деколонизации России, да, и в последнее время эта тема очень сильно закрутилась в интернете, очень много реакций, и очень многих так называемых хороших русских показали свое нутро, высказав свое мнение по этому вопросу. Я бы хотел задать такой интересный вопрос, такой аргумент, который часто звучит, который вот меня, например, максимально ну, триггерит, да, вы, наверное, его слышали, и мне хотелось бы ваше мнение по этому вопросу услышать. Такой вопрос, который русские империалисты часто задают. Как быть с огромным количеством русских людей, проживающих в республиках, которые хотят деколонизироваться и обрести свою независимость? Что бы вы ответили на этот вопрос? Я считаю так, что, во-первых, все эти русские появились на наших землях в результате колонизации этого края. Мы их никто не приглашали сюда. То есть вот, ну, не было такого, чтобы вот там какое-то обращение там было к русскому народу от башкир, там приезжайте на наши земли, заселяйте ее, помогайте ее развивать, ничего подобного. Было насильственное заселение наших земель, и дошло даже до того, что на сегодняшний момент официально, хотя я думаю, что это не так, но официально русских стало даже больше, чем башкир на сегодняшний момент на территории республики. Многие башкирские земли сегодня не входят в республику Башкортостан. Это вся Челябинская область, это часть Оренбургской области, часть там Свердловской области. Ну вот, это весь так называемый исторический Башкортостан. Хотя там вся топонимика башкирская, реки, озера, там названия городов и так далее. Вот. Что для этого понимать, что будет с русскими в будущем независимом Башкортостане, надо смотреть уже перед нами есть примеры. 33 года назад 15 бывших союзных республик получили независимость. Я нигде не видел, чтобы русских где-то гнали. Если бы это было бы, то я думаю, что там Россия быстро вмешалась бы, да? Вот. Но на самом деле этого не было. То есть в большей степени это было инспирировано, раздуто и так далее. Казахстан, я напомню, что на момент в 1989 году по переписи было 39%. 51% это было русскоязычного населения там. Это русские, украинцы, белорусы, немцы.
Вот, 51%. Казахов было 39%. Куда они все дели? Они сами начали уезжать. В основном начали уезжать те, которые были недовольны или не согласны с тем, что теперь казахи, там, туркмены, литовцы получили независимость и стали строить свое национальное государство. Где, Равные права, да? да, где единственный государственный язык – это язык того народа коренного, вот, где теперь все образование на этом языке, вся юриспруденция там, и так далее, все услуги на этом языке. Вот те, кто не согласен был с этим, они уехали. И это вот по примеру Казахстана можно увидеть, что сегодня 70% жителей Республики Казахстан – это казахи. Очень сильно качнулся, да, вот маятник вот этот вот. И здесь будет то же самое. Те, кто не согласен будет, они уедут. Те, кто будет согласен строить дальше будущее в независимом Башкортостане, они останутся. Те, кто связывает будущее своих детей, внуков и так далее. У нас есть проект свой будущего независимого Башкортостана. Мы там все расписали, как мы видим его. И у нас по этому проекту единственный язык будет государственный, это башкирский язык, но русскому языку будет дан статус официального языка межнационального общения на 30 лет. На 30 лет почему? Потому что на сегодняшний момент русский язык, он, ну, вот, скажем, задавил настолько наш башкирский язык, что он полностью доминирует в республике во всех сферах. Куда ни взглянь, вот как я сказал, там, приходишь в больницу на русском языке, приходишь там к адвокату на русском языке, политики выступают с телевизора на русском языке. В школах еще 20 лет назад у нас были предметы алгебра, геометрия, химия, физика на башкирском языке, сегодня этого нету. Потому что ЕГЭ сдавать можно только на русском языке. Соответственно, родители, чтобы подготовить своих детей, вынуждены всех отдавать в русскоязычные школы. И вообще сами школы перевелись до 5 класса. На башкирском языке изучается, дальше все переходится на русский язык, чтобы детей подготовить к сдаче ЕГЭ. Так вот, для того, чтобы башкирский язык вновь стал доминировать, для этого в течение 30 лет будет подготавливаться целое поколение детей, которые с детского сада, заканчивая институтом, окончив институт, будет все на башкирском языке. Вот когда целое поколение выйдет, подготовленных специалистов, медиков, юристов, экономистов, инженеров и так далее, тогда мы русский язык отменим. Вот, как бы так. А так у нас будет и русские школы, и татарские школы, потому что у нас татарского населения много проживает, и чувашские, и марийские. С 1 по 11 класс, пожалуйста, учитесь. Как сейчас здесь я в Литве живу, здесь есть русские школы, белорусские школы, польские школы. Нормально. Вот так русскому населению ничего не угрожает. Мы не собираемся никого гнать или резать. Вот это важный вопрос, это, да, замечание, на которое, задавая этот вопрос, они намекают, что вот, а как вот их будут гнать? К нам, чеченцам, уже были тоже придуманы потом уже постмортум, да, были придуманы такие истории, что вот, оказывается, был геноцид, они даже называют русских, при Дудаеве, там, все такое, и Да. это вся история, риторика пошла уже после Первой войны, когда уже население готовилось к Второй войне. Уже был до начала войны в бюджет была внесена уже война в Чеченской Республике, то есть они уже заранее знали, что зайдут туда. И была такая риторика, что вот русских там обижали, геноцид и все такое, хотя мы... Даже об этой теме снято много материалов. У нас есть на канале, будет скоро тоже видео с канала «Книжной Амазонки», который этот вопрос со свидетелями разбирает. В общем, я к тому, что никаких гонений русскоязычных этнических групп или каких-либо других групп это не подразумевает. Это просто имеется в виду, что республика теперь будет, как вы сказали, на своем языке, на своей культуре. Национальная республика теперь будет. Национальная республика, да. Я бы здесь еще добавил бы такой момент. Есть фильм такой, Нельсон Мандела «Долгий путь к свободе». Там есть такой момент, когда власти, люди от президента Южноафриканской республики пришли к Нельсону Манделу договариваться, он еще тогда сидел в тюрьме, они его там вытащили, да, для разговора. И вот они говорят, как мы можем вам дать власть, вы же нас начнете как бы мстить нам. Вот он говорит, что да, я признаюсь, что я бы хотел мстить, но я не хочу свое население ввергать в тот ужас, в котором живете вы. Вы
с нами, вот вы с нами, говорит, делали то же самое, чего боитесь от нас. То есть, и вот поэтому вы нам и не даете власть, потому что вы боитесь, вот вы жестокие сами по себе люди, и вы с нами делали то же самое, чего боитесь, что мы будем делать по отношению к вам. Мы не будем этого делать, мы не будем мстить, потому что иначе мы свое население вергнем вот эту бесконечную войну, бесконечный хаос. Нам это не надо. Вот он мудро поступил. Я считаю, что это очень как бы, ну, хороший пример, что мы не такие, мы не такие жестокие, как русские, которые на сегодняшний момент угнетают наши народы. Нам это не надо. Есть хорошая иллюстрация, дополнение к тому, что вы сейчас сказали, об этой же персоне исторически, очень важной. По-моему, в ресторане он сидел, то ли обедал, завтракал с кем-то, то ли с семьей, с друзьями. Ну, в общем, свидетели этой сцены были. И подозвал официанта и заказал в соседний столик угостить человека едой. Какое-то блюдо он ему заказал. И когда тот принял это молча, посмотрел, так как-то паник. В общем, все поняли, что что-то тут не так. В общем, потом выяснилось, что вот это был охранник, который был к нему достаточно жестоким в тюрьме. И вместо того, чтобы отомстить, он его угостил едой. Я Да-да, не знаю, это я красивая помню. история или нет, но, по-моему, источник утверждал, что это правдивая история. Надо перепроверить, Да, кстати. я тоже читал это об этой истории. Это вот иллюстрация к тому, что вы говорите. Он, даже если хотел отомстить, он понимал, что на его плечах, за его спиной не его личные амбиции, а судьба целого народа. И здесь надо Да, в да, первую очередь надо думать мудро об этом. поступать здесь. Да. Артур, твой вопрос? Да, у меня есть вопрос. Руслан, смотрите, давайте смоделируем даже не ситуацию, а скорее, а, ладно, пусть будет ситуация, хотя слово ситуация слишком мелкое для такого масштаба. Смоделируем ситуацию, когда Башкирия и башкиры получают возможность на законных правах, без крови, без всего, с соблюдением всех международных законов, правил и так далее, получают возможность провести референдум и принять решение путем народного голосования выйти из состава России или дальше развиваться вместе с ней. Как вы думаете, какое бы решение сегодня принял бы народ, остался бы с Россией и не спрашивал бы, как он туда попал, в этот состав, какой кровью, какой ценою, какую цену заплатил ваш народ за то, что он вот так вот живет под этим гнетом. Или бы все-таки выбрал бы идти как независимое государство, выбрал бы свои свободы со всеми рисками экономическими, политическими и так далее, потому что есть институты, которые точно нужно будет очень сильно улучшать, а есть, которые нужно будет строить совершенно с нуля и заново. Это сложный процесс, и это очень тяжелый путь нужно будет пройти тем, кто возьмет на себя эту ответственность. Это поколение будет жить тяжело, потому что любое государство строить с нуля мега сложно. Вот как вы думаете, рискнет народ, захочет свободы или все-таки останется с Россией? Я почему спрашиваю? Потому что прецеденты есть. Допустим, есть на Северном Кавказе регионы, которые не захотели свободы, хотя казалось бы, и изъявили желание остаться в составе России, потому что якобы без России мы не проживем. Такая была риторика, даже они ее как-то аргументировали, вот у нас ничего нет, ни заводов, ни фабрик, ни экономики, ни производства, а нет, потому что Россия так и делает специально, чтобы все жили на дотациях и сидели на финансовой игле, и чтобы ни один из регионов не был полностью самодостаточным. Вот у вас, как вы считаете, есть у вас данные о настроении, об этом общенародном вайбе, простите за современный сленг, независимость или все-таки побоятся и останутся? Хороший вопрос. Вот это про то, что вы говорите, да, то, что люди, когда говорят, что вот мы не сможем, боязнь, вот это называется выученная беспомощность. И она прививается действительно веками уже, когда якобы русский – это старший брат, который нас всему научил, все нам дал, а мы вот благодаря ему там что как-то более-менее живем. На самом деле, конечно же,
Я вообще сторонник, точнее противник любых референдумов, потому что мы не входили, никакие референдумы мы не проводили. Ну, допустим, татары вообще захватили, там вырезали все его население практически, да, и о каком референдуме там вообще была речь. И почему мы должны проводить референдумы? Для того, чтобы выйти из этого состава, этой империи. Это первое. Во-вторых, мы эти референдумы, если честно, уже проводили. В 90-х годах в Республике Башкортостан были такие референдумы, как и в Татарстане, и большинство высказалось за суверенитет. А, Вот, если уж на то пошло. И в-третьих, вообще, если как бы вот кто больше всего заикается о референдумах, это вот хорошие русские, которые хотят прям вот, которые вроде бы как признают право нации на самоопределение, на построение своих собственных государств, но говорит, вот, ну, сперва проведите референдум, чтобы все было честно, вот, население, и намекают, как бы, да, что если как бы население выскажется против, то вы останетесь. Но вот как, допустим, бурятам проводить такой референдум? Их всего 30%. Они же не виноваты, что за много веков туда понаехало столько русских, что их осталось 30% всего. И любой референдум там провален будет, потому что никто из русских не хочет оказаться там, чтобы Бурятия была независимым государством. Это понятно. Вот. Поэтому я противник каких-либо референдумов. Но даже если все-таки как бы там даже международное сообщество скажет, вот пока референдум не проведете, никакой не будет признания, там в ООН не вступите и так далее, то я здесь, скажем, покажу на опыт Украины. В Украине референдум провели не сразу, провели через несколько лет после долгого объяснения народу, раскрытия архивов, объяснения исторических вообще каких вот трагедий, которые происходили с этим народом, причин, почему они оказались в этой империи, как все происходило, сколько жертв было, да, вот после долгих лет через объяснение по телевизору, раздача каких-то материалов, приглашение экспертов, опросы населения, там, объяснение, проводение каких-то конференций, съездов и так далее. Только потом они провели референдум, после которого они приняли решение о независимости. Вот я тоже считаю, что в течение там 3-5 лет я бы попросил бы, точнее потребовал бы, да, чтобы нам дали время свободно объяснять населению, что такое независимость, чем она хороша для населения. Вот. А уже потом проводить такой референдум. И у нас есть прекрасные примеры, еще раз говорю, тех 15 независимых республик, которые сегодня живут, у которых многие выходили, не имея ничего. Та же самая Литва, которая практически не имеет, кроме песка, она не имеет никаких природных ресурсов. Она выходила, и точно так же московские депутаты кричали, что вы сдохнете от голода, вы никому не нужны будете, приползете на коленях обратно. Однако они выстроили экономику, и сейчас достаточно успешно развивающая страна, в том числе и Эстония, так и Латвия. Да и вообще любая страна, как бы она ни жила, никто из них не хочет обратно в империю. да, никто не Тот же хочет, это самый правда, да. Таджикистан, Да, там, факт, да, никто не как бы он хочет. плохо не жил, никто не хочет. Согласен. Свобода дороже всего. Вот. Поэтому только после разъяснения действительно всех прелестей независимости и ужасов нахождения в этой стране, сколько мы всего потеряли, как нас грабили, как нас уничтожали, пожалуйста, после этого может быть. Но я вообще сторонник, чтобы никаких референдумов, без каких-либо условий, сразу независимость. Вот. Я надеюсь, что ответил. Да, вы ответили все четко и понятно. Отлично. Хорошо, тогда вопрос такой. Башкирия получает свою независимость. Все это независимое государство по полной программе, как и все, равное среди равных. Какой бы вид политического управления, устоя вы бы видели там? Что это? Это шариат, это демократия, это вот что? Что это для вас? Это какое-то исламское государство на примере Турции, да, там, где вроде как и современно, но вроде как и ислам. Вы какое бы предпочли? Как я сказал до этого, у нас уже есть проект будущего независимого Башкортостана, и по этому проекту наша республика является светским государством, мы видим ее светским государством, парламентская республика, не президентская, а парламентская. Почему? Потому что у башкир это, ну, скажем так, в культуре принимать совместные решения. Раньше наши, скажем, вожди, бии собирались на Курултае, на Яины, так называемые съезды,
и где решались вопросы сообща о мире, войне, разделе земли и так далее, ведении переговоров. И я считаю, что парламентская республика, форма правления для нас более, скажем так, ну, исторически близка. И вообще, как пример, мы видим Турцию до правления Эрдогана. Это парламентская Турция, где есть, допустим, курдская партия, которая вроде бы как бы враги, которая воюет, но она представлена в парламенте, она имеет там какие-то полномочия, право голоса и так далее, отстаивать права своего народа. Вот. Почему? Потому что, как я сказал, у нас в Республике Башкортостан многонациональная, много народов живет. Вот. И я думаю, что у всех народов есть свои интересы. Мгм. Вот. А парламентская республика, светское государство, религия отделена от государства. Но в то же время ислам – это основная религия республики, где 2/3 населения исповедует ее, считают себя мусульманами. Это башкиры и татары. Мы являем в общей сложности у нас 2/3 населения. Ну вот как-то так. Мгм. Ну, я с радостью отметил, что у нас много общего в этом. Я Мы тоже, тоже, да, мы тоже сценарий за светское абсолютно. государство, мы за демократию, за интеграцию, ну или как минимум очень тесного и сотрудничества и в экономике, и политике с Европой. То есть также парламент, конечно, да. То есть тут мы Ну, с вами прям... мы с Европой, конечно, тоже с удовольствием готовы сотрудничать, перенимать какие-то инновации, там, открывать бизнес для них. Но у нас еще есть другой близкий друг, это тюркские государства. Мы сами, потому что тюрки. И вот сегодняшнее вот это вот объединение тюркских государств, содружество тюркских государств, которое образовалось, я думаю, что мы туда обязательно войдем. Мгм, И вот сейчас уже приняли единый тюркский алфавит. Я думаю, что мы тоже будем к этому подключаться. Вполне возможно, что в будущем ну, что-то по типу вот какого-то тот Туран, о котором все говорят, да, возможно, он как-то осуществится, но имеется в виду, что это будет содружество тюркских государств, мгм, там, экономических, возможно, с единой армией, с единой, возможно, какой-то валютой или, ну, или нет, но в любом случае мы будем интегрироваться в тюркское, мгм. к тюркским народам, ну, одновременно, конечно же, и с Европой, и с Азией, со всеми будем сотрудничать. Руслан, вы немного забрали у меня этот вопрос, предопределили. Я как раз собирался задать вопрос на эту тему. Про Туран и про сплочение тюркских народов, и как вы видите, представляете ли вы себе какой-то союз тюркских народов после, скажем так, развала или деколонизации России? Возможно ли для вас и видите ли в этом позитив? То есть это был мой вопрос, но вы уже, по-моему, ответили на него. Ну, да, я считаю, что во-первых, мы уже настолько просто находимся в критической точке вообще своего существования как народов, башкиры, татары, мы очень сильно ассимиляция действует на нас, хоть мы еще и сопротивляемся, и в этом очень сильно помогает действительно ислам, потому что вот если сравнить, допустим, христианские народы, другие народы, таких как Мордва, не Мордва, марийцы, удмурты, эрзи, мокши, допустим, чуваши те же самые, хоть они и тюрки, они очень сильно ассимилируются, и в этом очень сильно играет религия, потому что общие имена, общая, скажем, там культура, да, вот, которая религия тоже играет на этом. Вот. Все-таки башкир, татары, мусульмане, являясь мусульманами, это очень сильно сдерживающий фактор. Вот. И, но все равно, так как мы находимся внутри России, на нас это действует очень сильно. Вот Кавказ в этом случае очень хорошо то, что он находится на окраине. Он на окраине, скажем, империи, да, и все равно туда вот эти вот ассимиляционные, интеграционные процессы, они не так сильно, как у нас со всех сторон, скажем, мы окружены вот этими вот территориями с подавляющим русским населением. Вот, и утеря языка, утеря культуры, утеря менталитета очень сильно это вот идет, этот процесс. И чтобы нам возродить, все-таки тюрки, они очень близки по языку, по культуре, по религии, по традициям. Я думаю, что нам обязательно надо будет, конечно же, интегрироваться вот еще раз в тюркское пространство, чтобы восстановить свой вот этот вот Мгм. менталитет, свой потенциал исторический. Вот. Это нам без этого никак, наверное.
Вот наши языки сегодня, как я сказал, не развиваются, а вот языки тюркских народов, мало того, что они в численности увеличились все очень сильно, вот в 2 раза, в 3 раза некоторые, да, подняли свое население. Казахи очень сильно там поднялись население, а башкиры, они как были, так и осталось. Ну, мы восстановили свое население там до Голодомора, который нам искусственно устроили большевики. Мы потеряли половину населения, там осталось нас 700 тысяч, вот, а было 1,5 миллиона там в начале 20 века. 700 тысяч после Голодомора осталось. Сейчас опять до 1,5 миллиона дошли. Но это все, это вот предел. И сейчас начали немножко даже уменьшаться вот из-за этого вот. Хотя я думаю, что, может быть, там, конечно, и фальсификация есть в переписях. Но вот, У нас немного другого рода проблема, к сожалению, дома, в Чеченской Республике тоже, да и вообще, по-моему, на Северном Кавказе в большинстве регионов эта проблема есть. Когда руководство России поняло, что не получается ассимилировать и обрусить так, как бы им хотелось, нас стали арабизировать. То есть у нас с этим сейчас все там очень серьезно. То есть у нас засилие вот этого всего арабского, и из нас пытаются сделать арабов. Это вот у нас такая проблема сейчас. Речь о радикализации, да, которая Да, я через понимаю. радикальный ислам, через это все у с нас нуля, просто, да, ну, можете себе нацелена. представить, маленькая Чеченская Республика, вот это маленький небольшой кусочек на карте, 1500 мечетей за последние, там, вот, сколько, 1,5 десятка лет, там, за лет 15. 1500. Это при том, что во всей огромной России их там 7 с чем-то тысяч. Вот представьте себе Я думаю, что когда у концентрацию. вас будет независимость, у вас все исправится. Это просто возможно, это какой-то такой ответ на, вот, на попытку вот этого вот давления, ассимиляции. Тоже в этом, ну, еще раз говорю, что это вот в этом, может быть, чеченский народ ищет возможность сохраниться как народ. Очень жаль, что он не ищет возможность сохраниться в своей собственной культуре, которая богатая, сильная и, собственно, и позволила чеченскому народу и быть этим чеченским народом, стойким, сильным и, будучи таким маленьким, стать таким громким, хоть и, к сожалению, последние несколько десятков лет с негативным ключом. Жаль, что не за это зацепились, а вот почему-то решили превращаться в бедуинов. Ну ладно, это уже тема для другого разговора. У меня к вам вот такой вопрос. А, Оппозиция. Оппозиция, которую сейчас представляют вот к нынешней действующей в России власти те же самые русские. Как сейчас все говорят, хорошие русские, мне не очень нравится этот термин, по-моему, так не бывает хороший, плохой. Тут при чем здесь А нация? когда говорят хороший русский, всегда в кавычки берут. Да, да, я понимаю, ну такой скользкий Это, термин, это очень с скользкий, таким да. со смехом Я говорится. просто, да, я просто ни у кого из оппозиции не услышал ни у одного четкого определения, что это вообще такое. Кроме, единственного, у Каспарова, он более-менее четко это формулировал, что мне понравилось. Он сказал, да, мне для определения хорошего русского нужны всего 3 пункта. Это власть, пусть скажет, не запинаясь, власть нелегитимна, Крым украинский и Путин там преступник. Все, больше мне ничего не надо. Собственно, ну, хотя бы хоть какое-то определение, оно мне понравилось в том плане, что единственный человек, который четко определил, что такое хороший русский. Вот, окей, вот эта оппозиция, которая сейчас есть, с кем бы из них вы могли бы сотрудничать, и вот хоть кто-то из этих персонажей вам вообще симпатичен, как политик, как, может быть, человек, с которым можно было бы контактировать, общаться и делать общее дело для общего блага. Хоть кто-то есть? Ну, вообще, конечно, там публика такая, она разношерстная, ее очень много различной, и многие высказывания у всех разные. Но вообще я их в большинстве своем называю московские псевдолибералы. Почему Ага, московские? Потому что они все из Москвы практически, и мало кто из смешно. них из регионов, и мало кто вообще представляет, как живут в регионах. Но М, они очень любят говорить за всю Россию, в том числе и за чеченцев, в том числе и за башкир, и за татар, и за удмуртов, и за марийцев, за бурятов. И вот приезжают там в какой-то Европарламент, там в ООН и начинают говорить за всех за нас. Хотя мы таких полномочий им не давали. Почему псевдолибералы? Потому что настоящий либерал, он за права и свободы всех всех и всего. В том числе за право нации на самоопределение, но выступая против
наших независимости, против нашего права на самоопределение, это уже не либерал, это уже псевдолиберал. Вот. А так у них есть люди, которые признают за нами право на самоопределение, право на построение своих собственных независимых государств, право на то, что русские не могут и не имеют права вмешиваться в нашу жизнь, что мы должны сами строить свои собственные государства, что Россия должна быть развалена, должен произойти распад государства, и потом переучреждение с теми, кто хочет этого, вновь объединиться, да, кто не хочет, пусть двигаются сами по себе. Это есть такие, как, допустим, Евгений Чирикова. Это об этом говорит, допустим, Борис Акунин, писатель. Об этом говорит, допустим, вот недавно экономист, так, сейчас забыл. Ну, в общем, есть люди, которые так Экономист, говорят. по-моему, осетин. Игорь Эйдман, Игорь Яковенко об этом говорит. Вот. Очень, многие поддерживают распад России на самом деле, потому что они считают, что это единственное правильное, что может быть с этой страной. Она является империей, и она живет за счет эксплуатации наших национальных республик, наших земель, колоний, которых она завоевала. И я лично, мое мнение, я считаю, что для русских им нужно свое собственное государство, русское государство. Пока у них не будет своего собственного русского государства, они будут считать всю Россию своим домом. Как когда-то они считали Советский Союз своим домом. Да. Всем. И даже песня такая была. Мой дом не адрес и не улица, мой адрес Советский Союз, да, мой адрес. Вот. И когда Союз распался, им было куда ехать. Они поехали все в Россию. Вот. Хотя их там не гнали, но они все, кто, еще раз говорю, как я вначале говорил, что кого не устраивало, что появилось новое национальное государство, узбеков, допустим, да, или эстонцев, или грузин, они уехали в Россию. Вот. И здесь то же самое, когда процесс распада неминуемо произойдет, и когда он начнет происходить, нужно, чтобы русским было куда ехать. Тем, кто не хочет оставаться в национальных республиках. Поэтому у русских должно быть свое собственное русское государство, где они как хотят, пусть так и строят его, там со своей культурой, со своими русскими маршами, там с императора они выберут там или еще царя, там не знаю, как хотят, пусть так и живут. Вот. И это признают многие русские оппозиционеры сегодня, российские оппозиционеры. Поэтому есть с кем разговаривать. Да, я считаю, и таких деятелей с каждым разом становится все больше и больше. Все больше и больше. Леонид Гозман вот недавно заявил тоже о том, что Россия должна распасться. Еще 2,5 года назад мы, когда начали первые качать вот это вот, мы не первые, конечно, чеченцы первые начали, имеется в виду, вот когда началась широкомасштабная война против Украины, да, мы подняли вопрос уже о независимости Башкортостана, хотя раньше мы об этом никогда не говорили, да, даже находясь в оппозиции, там, будучи националистами, мы открыто об этом нигде никогда не говорили. Вот. На нас смотрели как на каких-то фриков, на ненормальных, типа, вот, ну что ты говоришь такое, какая независимость, разве это возможно? Свои сперва смотрели, потом свои начали поддерживать все больше и больше, больше и больше, и сейчас вот эта идея, она владела массами, допустим, в Республике Башкортостан очень сильно. Это вот как, возвращаясь к вопросу, референдум, как было бы, я считаю, что уже сейчас эта идея плотно сидит о независимости в башкирах и в татарах. Вот. Но мало того, что она владела массами коренного населения, она начала овладевать уже и массами вот российских оппозиционеров. Уже многие стали менять свою точку зрения. Люди, которые иноземцев, вот про которого я говорил, да, экономист иноземцев, Владислав Иноземцев. Еще в 2022 году, когда проходил форум свободных государств пост-России в Брюсселе, он там выступал как человек, который был противником распада. Прошло 2 года, и он сейчас выступает, говорит, что я за распад. Думаете, понял или подстроился? Ну, возможно, подстроился, возможно, но умные люди сегодня все понимают, что Россия обречена. Я вот недавно свое видео выпустил, сегодня выпустил видео, где как раз об этом и говорю, что
почему белое движение проиграло в 1917 году? Потому что они выступали за единую и неделимую Россию. Они хватались и цеплялись за умершее государство. Российская империя уже все отжила свое, она была обречена. И вот эта первая февральская буржуазная революция, она прошла именно же не большевиками, она там вот этими демократическими силами, либеральными силами была проведена. Вот, временное правительство и так далее. Но они пытались сохранить, и к тому времени уже у многих национальных движений выросло национальное самосознание. Многие стали объявлять свои республики, свои армии появились. Вот Горская республика была, да, мы помним, Башкирская республика у нас была. И многие-многие. А белое движение не хотело вот этого, она хотела сохранить эту империю. А большевики, они поняли, как можно выиграть. Они провозгласили право нации на самоопределение, начали заключать со всеми договора. Вот с башкирским правительством заключили договор. Правда, потом обманули, Обманули, да. но факт в том, что они поняли, как можно выиграть, пообещав много всем всего хорошего, и поэтому они на свою сторону переманили самую, скажем так, пассионарную часть населения империи, самых вот боевых, это вот народы России, переманили на свою сторону и этим самым выиграли войну. И сегодня те российские оппозиционеры, которые бьются за единую и неделимую Россию, такие как Ходорковский, вот это Юлия Навальная, Да, Кац, там, да, сейчас Яшин об этом начал говорить, да. они мне напоминают этих вот белые движения тех Мгм. времен. Они обязательно проиграют, потому что они не понимают, что время России прошло. Я просто наблюдал за ними, приглядывался, так, с кем можно было бы общаться, сотрудничать, просто где-то делиться опытом, информацией, просто вообще, в принципе, вести диалог, разговаривать. И вот все вот эти основные персонажи, вот этот имперский экзамен провалили просто с треском. Просто с треском. И Навальная, и Ходорковский, и Яшин. Глаза у них моргали медленнее, чем их провал летел с такой скоростью. Это Я бы просто... еще здесь добавил бы, что вообще люди вообще будут договариваться с теми, кто будет иметь власть на местах. Это вот как сейчас договариваются с Талибаном. Они конкретные хозяева в Афганистане. Как бы их ни признавали там какими-то террористическими государствами, там, движениями и так далее, по крайней мере, с ними начали считаться, их начали приглашать, с ними начали разговаривать. Почему? Потому что они реально контролируют власть на своей территории. Здесь то же самое. Когда башкиры возьмут власть в свои руки в Башкортостане, чеченцы в Ичкерии, дагестанцы в Дагестане, в Якутии якуты, с ними будут договариваться. Не будут разговаривать с каким-то Яшиным там или с Юлией Навальной, которые не имеют на самом деле никакого влияния. Они просто думают там, что они имеют на самом деле влияние. Никакого влияния они не имеют. Я когда до этого, Согласен, я когда не до этого имею. сказал про экономиста, он понял или все-таки подстроился, я вот хотел как раз к такой мысли, что я не просто чтобы лукавить и поиздеваться, а к тому, что мы же не можем знать. У нас есть опыт исторический, как мы договаривались с кем-то, вот белые, красные, которые пообещали, сыграли на этой карте национальной республики, потом кинули, да, обманули, как бы мы это ни называли. Точно так же сейчас нам надо понимать, что договариваться нам ни с Яшинами, ни с Навальными, ни с Ходорковскими. Нам Запад будет решать. Запад будет. Они как раз-таки, эти Навальные, Ходорковские, Яшины, работают на Запад, создавая такое впечатление, предлагая себя как альтернативу тому правительству, которое придет после путинского правительства. Мгм. И Мгм. тут нам надо понимать, что нам не надо договариваться, нам надо договариваться с теми, с кем пытаются Яшин и Ходорковский договариваться. То есть это будет там или весь Запад, или европейские какие-то государства ведущие, которые помогут развалить Россию, или это Америка будет. То есть там мы будем договариваться, там будем наши договора заключать, и они будут решать. Это не к нашему счастью, не Яшиным и не Навальным решать. Вот к этой мысли я хотел сказать. Артур, у тебя есть еще вопросы? Вопроса нет, и так вот просто возник вот сейчас самая основная тема, которая сложилась вот на фоне того, что разрешили применять оружие на территории России уже. Вы, наверное, все слышали, как Путин вот буквально
может быть, сегодня, вчера, не знаю, когда это, ну, прям свежий-свежий, опять начал угрожать ядерным оружием всему миру, и трясти ура ракетами и так далее. И вроде как на этот раз основные игроки на мировом политическом пространстве не сильно-то и ведутся на все эти дела. И я хочу понять, может быть, вы мне поможете, раскусили его, что это блеф, или просто устали бояться и, да, господи, если что, мы тебе ответим. Вот как это? Это же на самом деле дело-то очень серьезное. Я думаю, что там, ну, я не то что думаю, я знаю, что там на Западе дураков нету. Там достаточно умные люди, достаточно прагматичные люди. Они прекрасно понимают, что если ты пойдешь на какие-то договоренности с этим Путиным, если ты ему уступишь или дашь заднюю, да, как говорится, то он будет дальше прогибать. Мы же помним, перед тем, как началась война, что Путин заявил НАТО. Да, он выставил целый там ультиматум, да, целый список там требований, что он там хочет. Мгм. И Запад не пошел на это. Вот, Ну, коллективный Запад. террористы так обычно и делают, они Да, оставляют список требований. Да. вот. И здесь то же самое, они прекрасно понимают. Вот это яркий показатель того, когда вот нам недавно Яшин заявил о том, что вот, я боюсь, что распад России, если произойдет, я боюсь, что вот это произойдет, будет десятки там маленьких государств, которые будут между собой воевать, там оружие ядерное распространяться будет и так далее. Вот Да. эти гипотетические страхи о том, что мы там будем всем друг с другом воевать, вообще не основаны ни на чем. Но мы прекрасно видим, что прямо сейчас вот эта огромная империя кровавая угрожает ядерным оружием, реально прямо вот сейчас вот Именно, угрожает, да. ведет войну прямо сейчас, уничтожает там сотни тысяч населения, и нам рассказывает о том, что мы можем там что-то как-то там, Ну, да, гипотетически может быть страхи вот еще эти хуже, вот, да. То есть да, что нам мы, вменяют какие-то виртуальные, какие-то, может быть, страхи и какие-то, а сами да. уже это делают, и ни в одном глазу, главное, ни слова об этом. Да, и Молодцы, да. поэтому я думаю, что Запад, конечно же, не пойдет ни на какие, наверное, договоренности с Путиным. Мало того, я думаю, что они... Но я думаю, что, скорее всего, у меня ну, почему-то такая вероятность есть, что Путину все-таки ударит ядерным оружием. Мгм. Вот. Но это будет его последний конец. Ну, Вот. конечно, это То есть понятно, да. это же вот... Почему оно оружие сдерживания? Потому что пока ты им не ударил, ты как-то еще можешь вести переговоры. Как только ты его вытащил, то есть это как козырная карта, да, вытащил, показал, все. То есть тут уже твою карту будут бить. И, соответственно, на удар будет отвечено ударом. Насколько серьезные силы ядерные есть у России, мы прекрасно помним, вот как недавно у них там Сармат взорвался там, да, прям в шахте. Сколько из них выстрелит, мы не знаем. Но я думаю, что Не, ну какая-то часть там выстрелит, какая-то само часть, собой, да. конечно же, может выстрелить, Да, и будет но это не нехорошо. будет вот такой вот прям апокалиптический удар, там всех против всех. Я думаю, что они попытаются сперва там по одну, что по Киеву, допустим, ударят, да, не дай бог, конечно, но Но это же вот. миллионы, это сразу Да, миллионы. да. И здесь я уже думаю, что НАТО просто уничтожит сразу все ядерные вот эти вот, все данные есть, где Есть, что да, это находится, правда. то есть Есть. все, то есть это придет Там конец, с конец подводными сразу. лодками сложнее, с остальным все есть, да. Да, уже никто не будет играть, заигрывать, тут просто поймут, что как бы надо добивать до конца. Поэтому Путин, возможно, вот попытается, но он уже все, он уже как загнанный в угол крыса, он Мгм. уже Мгм. либо ему вот идти до конца, до самого, и надеяться, что Запад сдаст назад, либо как бы, ну, проигрывать. Прятаться уже негде ему. Да, кстати, у нас в Это правильно. Башкортостане есть гора Янгантау, где находится бункер, который строился еще с советских времен. Там город на 200 тысяч жителей и защищен от ядерного удара. Вот это бункер Путина. То есть он там собирается. Поэтому мы там устроим всемирную охоту, облаву на него и сдадим его в Ну, башкирам Гаагу. Погодите, пожалуйста. надо Вот начать с того, погодите. что вы захватите этот бункер и лишите его это место отступления.
Да-да-да. Потом сделаем музей, покажем всему миру, как он там, Да. что он там сделал из него. Будем надеяться, что этого не случится, потому что любой ядерный конфликт, и неважно там сколько ракет на старте взорвется или вообще не сможет функционировать, какая-то часть их полетит, какая-то часть достигнет цели, это все равно многомиллионные жертвы. Это я уже не говорю о последствиях, и экологических катастрофах, и заражению, и потом бесполезности окружающей Конечно, среды, конечно, я да. с этим согласен Да, то полностью. есть даже в моменте это катастрофа, а дальше это очень, очень долгий, Просто я долгоиграющий. почему говорю о Да, том, что конечно, не дай я бог. допускаю, что Путин может ударить, потому что я лично не верил, до последнего не верил, что он нападет на Украину. Руслан, я тоже, как и вы, допускаю абсолютно Но точно. Я уверен в том, что он на потому это что он, способен. вот Да, потому, только да, потому, что он напал на Украину и пошел на этот безумный шаг, я теперь да. понимаю, что ну, там, он один принимает все решения. Мы помним, как вот этот Совет Безопасности там униженно сидел там, да, и выслушивал то, Да, что Путин да, там да, диктовал. да. Мямлили, запинались. Да, Да. да, поэтому Я принимает решение Путин. поэтому и спросил, что меня этот вопрос беспокоит. И так же, как и вы, я абсолютно уверен, что Путин на это способен. В принципе, он как политик, как лидер России уже третий десяток лет состоялся, напившись именно чеченской крови, он с нее начал. И, собственно, как вот такой вот политический вампир, благодаря этой крови так долго живет и сидит. Потому что когда он пообещал всей России валить и убивать нас даже в сортирах и везде, где только может нас найти. Это очень понравилось русским. Они рукоплескали, они наконец-то пришел этот, того, Мгм. кого мы ждали. Сейчас он этим а, нехорошим чеченцам покажет. Это мы все помним, это все было при нас еще. То есть мы являемся современниками этих событий. Поэтому я уверен в том, что он способен, как и вы. Я также думаю, он может на это пойти. Я Может. хотел бы немного позитивной нотки добавить. Я все-таки думаю, что это блеф, и человек имеет детей, нажил себе состояние, план. Не думаю, что он на это пойдет, и не думаю, что так легко ему самому это решить. В общем, и так, и сяк может быть. Мы просто, Мгм. я говорю свое мнение, что мне кажется, все-таки это блеф, и никогда он на это не пойдет. Я хотел бы на этом, возможно, закруглить наше интервью. Это был очень Может быть, интересно. может быть, у Руслана есть к нам вопрос какой-нибудь. Да, да, и Может быть, он хотел что-то узнать, прояснить, может быть. перед тем, как мы завершим Да. этот разговор, я хотел дать Руслану время сказать, может, он хочет что-то добавить или задать вопрос, или у него есть что еще высказать, что мы еще пропустили. Ну, я особо добавить, наверное, нечего. Я считаю, что а, Россия обречена как империя. Она в любом случае прекратит свое существование. Это предопределено. Это даже вот не то, что кто-то ее развалит, это просто ход истории, который невозможно остановить. Мы помним, как Джордж Буш старший приезжал в Киев, просил не отделяться от СССР, не объявлять о независимости, и через несколько там дней СССР развалился. И он никак не смог повлиять на это. То же самое было и с Российской империей, да, она развалилась. Вот эта империя, она постепенно разваливается. Сперва во время 17 года отделилась Финляндия, Польша, страны Балтии, которые потом вновь Сталин захватил. В 91 году еще 15 республик отделилось. И этот процесс, он идет. Для исторического, как историк, я просто говорю, что для истории, для исторического эпохи, это промежуток 100 лет, это очень маленький промежуток, 150 лет даже. Но мы увидим на своем веку полный распад этой империи. Я просто сейчас, что нам нужно очень сильно, это влиять на наше общество, доносить до наших жителей, потому что все будет решаться там, как я говорил, что мы, может быть, находясь здесь за границей, и даже не примем участие в становлении этих государств. Вполне Мгм. возможно, они будут и без нас. Вполне Мгм. возможно, тот же самый Кадыров, допустим, или наш Хабиров, глава республики сегодняшней Башкортостана, возможно, они придут к власти на какое-то время, узурпировав ее, там, захватив диктаторские, но Мгм. это уже будут независимые государства. И потом, через какое-то время, через переход вот этой диктатуры к какой-то более там другой политической системе, все равно процесс этот будет идти. Я просто Да, к я тому, понимаю, что да.
Я просто к тому, что этот процесс все равно будет, и нам сейчас уже надо готовить свое население к тому, чтобы они не боялись, потому что многие действительно боятся, что вот они действительно пропадут там, и нам нужно просвещать население, нам нужно объяснять им, что на примере наших вот бывших союзных республик, на примере когда распалась Югославия, там вот это сегодня Словения, где Юлия Навальная говорила свои слова вот эти про деколонизацию. Это маленькая страна, которая еще недавно была колонией СССР, да, то есть в составе Югославии. Сегодня это прекрасное маленькое независимое государство, которое прекрасно развивается. Все получится у нас. Просто надо в это верить, надо просвещать население, надо двигаться к этому. Все будет хорошо. Согласен. Финляндия, все балтийские страны, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Азербайджан, Казахстан – это удачные примеры выхода из империи и существования как государства, да? Да, вот все страны Восточной Европы, которые, они все же были сателлитами СССР. Польша, Чехия, да, Словакия, Да. Болгария и так далее. Нормально живут, хорошо живут. Причем промежуток времени еще не такой большой. 33 года всего прошло. То ли еще будет. Поэтому нас ждут вообще большие, мы в очень хорошее время живем, я так скажу. Интересно. На наш век был и распад СССР, и еще будет распад России. Очень, Руслан, хочу, чтобы ваши слова были пророческими. Да? На этом я бы хотел поблагодарить Руслана за его время, поблагодарить Артура, поблагодарить вас всех за то, что слушали нас. Участвуйте в комментариях, активно пишите ваше мнение. Спасибо, что нас слушали. Марша Ойла, как говорят чеченцы. Оставайтесь свободными. Спасибо вам. Спасибо, Руслан, что рад пригласили. знакомству. Все, давайте общаться, будем на связи. Спасибо. Будем на связи. Спасибо. Да.